Китай дает Кыргызстану шестилетнюю отсрочку на выплату долга. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что долгом Таджикистана перед КНР. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Китай согласился отсрочить Кыргызстану выплаты по кредитам на 6 лет, сообщают кыргызские СМИ. Проект соглашения между Кыргызстаном и КНР рассмотрен накануне Комитетом по международным делам, обороне и безопасности. По словам замминистра экономики и финансов Руслана Татикова, Китай отсрочит выплаты на 6 лет. Первый год из них льготный. Мы должны были в этом году выплатить проценты по кредитам в размере 88 миллионов. В связи с пандемией мы обратились к Китаю через Парижский клуб. Китай согласился отсрочить 51 миллион долларов. Предусмотрены процентные ставки за 6 лет, и мы выплатим почти 4 миллиона, сказал Руслан Татиков. Он отметил, что в данный момент долг перед экспортно-импортным банком Эксимбанк Китая составляет почти 2 миллиарда. Я думаю, эти показатели беспокоят многих. В этом докладе Кыргызстан в пятерке лидеров по задолженности. В другом независимом исследовании он также в группе 8 стран задолженниц перед Китаем с наибольшими рисками. Особое волнение вызывает то, что прогнозируется рост задолженностей. Как вы относитесь к таким огромным долгам стран перед Китаем? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Когда вы спрашиваете о последствиях, я думаю, что важно рассмотреть опыт прочих стран мира с огромными долгами перед Китаем. Мы наблюдаем за Шри-Ланкой, Пакистаном, Мьянмой, Мальдивами и прочими государствами. Теперь важно понять, какие долги мы взяли на себя, сможем ли мы их выплатить. Что же с долгом Таджикистана? Между тем, ранее Министерство финансов Таджикистана сообщало, что республика получила отсрочку по выплате китайского долга с сентября 2020 года до начала второго полугодия 2021 года в рамках решения Большой двадцатки, участником которой является Китай. Данная инициатива была направлена на поддержку бедных стран во время пандемии и предполагала предоставление участникам Большой двадцатки Парижского клуба права на отсрочку долга всем странам-членам Международной ассоциации развития, странам с низкими доходами. Я думаю, многие государства по всему миру задаются сейчас вопросом, что же будет, если у нас не хватит ресурсов вернуть долги. В случае Шри-Ланки Китай построил там порт, который не приносит доходов. Он передан в управление Китаю, и Шри-Ланка не получила никакой выгоды. Относительно Таджикистана в последнее время сильная озабоченность насчет полезных ископаемых, в будущем самого ценного ресурса в Центральной Азии. В Минфине отмечали, что этой инициативой, помимо Таджикистана, воспользовались более 46 стран мира. В рамках данной инициативы 3 сентября 2020 года Таджикистан подписал соответствующий меморандум с Парижским клубом. В результате была достигнута договоренность о приостановлении выплат по долговым обязательствам перед Эксимбанком Китая и Кувейтским фондом развития на общую сумму 43 миллиона и Германским банком развития на сумму 363 тысячи евро, подчеркивают в ведомстве. Согласно различным докладам, около 60% таджикистанских месторождений в управлении китайских компаний. В долгосрочной перспективе, если Кыргызстан или Таджикистан не смогут выплатить кредиты деньгами, и могут предложить расплатиться другими ресурсами. Например, месторождениями золота, энергоресурсами. По данным Минфина Республики Таджикистан, задолженность Таджикистана перед Эксимбанком Китая составляет свыше 1 миллиарда долларов, что составляет около 38% общего объема внешнего долга республики. Общая сумма внешнего долга Таджикистана на 1 июля 2021 года составила около 3 миллиардов 256 миллионов, что равняется почти 40% ВВП республики. Странам, которые осознали подобные угрозы, необходимо сделать прозрачными все договоренности с Китаем. Возможно, провести общественные слушания. Немаловажный момент, что многие соглашения, условия займов не были опубликованы. Мало кому известно, что получает Китай. Необходимо открыто обсудить, стоят ли кредиты возможных потерь в будущем. Сравнительно высокие задолженности имеются перед Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития и Международным валютным фондом. Как вы относитесь к таким огромным суммам долга Таджикистана? Ведь эти долги придется выплачивать не только нам и нашим детям, но еще и нашим внукам и правнукам. Как вы думаете, Таджикистану вновь придется отдать свои территории за эти долги? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Бывает, что еще не поздно отказаться или снизить размер кредита. В будущем, если брать в пример Кыргызстан, крайне важно проводить общественные слушания относительно подобных проектов. Узнать, устраивают ли условия соглашений населения
населения, разъяснить его преимущества для граждан. И каждый подписанный документ должен соблюдать трудовые права граждан, которые в него вовлечены, и не нести вреда для экологии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.